сообщениям газеты Хан Тенгри, число жителей Восточного Туркестана, инфицированных новым вирусом, достигло 45, 37 из которых приезжие китайцы. Остальные инфицированные являются сотрудниками Бинтуан, считающейся освободительной армией и строительно-производственным корпусом Коммунистической партии в уйгурском регионе. Под карантин попали 3049 жителей региона. 20 человек было инфицировано в Урумчи, 10 в Кульже, 1 в Турфане и 4 в монгольской области Баянголь. Состояние 10 человек критическое. 99 китайцев, прибывших в город Атуш из провинции Хубэй, находятся под наблюдением специалистов. Первый случай коронавируса в Восточном Туркестане был обнаружен 23 января у 2 китайцев, прибывших из города Ухань. Специалисты считают, что в случае попадания вируса в лагеря перевоспитания, в которых содержатся миллионы тюрков, регион ожидают тяжелые последствия. По сообщениям Туркестан Пресс, было объявлено, что в рамках программы переквалификации на работу было устроено 74 700 жителей уйгурского региона. Используя подобные объявления, Пекин, эксплуатирующий тюрков в виде дешевой рабочей силы, выставляет себя в роли заботливого государства, гарантирующего гражданам трудоустройство. За последние 2 года в Хатаньском районе Каракаш было открыто 22 предприятия, 330 фабрик и 420 так называемых школ переподготовки. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после договора с Японией и Китаем вполне возможно рассмотрение торгового соглашения с Европой. Трамп сделал следующее заявление. Следующим вопросом, который стоит на повестке дня, являются торговые отношения с Европой, с которой мы намерены обсудить серьезные вопросы. За последние 12 лет у нас образовался огромный дефицит. С этими словами Трамп выступил во время встречи с губернаторами, которая прошла в Белом доме. Отвечая на вопросы губернаторов относительно торговли, Трамп сказал, что Европа ведет себя недобросовестно по отношению к США. Министерство юстиции США обвинило 4 сотрудников Народно-освободительной армии Китая в кибератаке на частное кредитное агентство Equifax, которое специализируется на определении платежеспособности частных лиц и компаний. Органы безопасности США подозревают, что за кражей данных высокопоставленных американских чиновников, которые хранились в базе компании, а также атаки на сеть отелей Marriott и страховую компанию Ansem, стоят китайские хакеры. Министерство иностранных дел Турции издало предупреждение для граждан, планирующих совершить поездку в Монголию. В письменном заявлении министерства было отмечено, что власти Монголии считают вспышку нового типа коронавируса высоким риском для страны в связи с тесными двусторонними отношениями и огромным пассажиропотоком из Китая. В заявлении было отмечено, что все образовательные учреждения Монголии, включая университеты, будут закрыты до 2 марта.